Знаете, в Китае очень много видов чая. С ними является чай как тиегуаньи. Пожалуйста, пробуйте. С тонкостями китайской чайной церемонии Джамала Исенканова знакома давно. Еще будучи студенткой, она мечтала побыть в Поднебесной и узнать многовековую культуру этой страны. Конечно, мечты стали реальностью. Она проработала в нескольких провинциях Китая и сейчас работает в одном из культурно-образовательных центров столицы. Китайский для нее стал родной язык. Мне еще все больше и больше интересен этот язык. Я его также изучаю по-прежнему, все углубленно вникаю в культуру. Вот. Я думаю, что китайский язык важен для меня, для общения, для работы, для знакомства с другими людьми, потому что, вы знаете, в мире уже все изучают китайский язык, так что он является как бы международным языком. Я думаю, без китайского уже никак не обойтись, как же как без английского. Поэтому мне очень помогает в работе. В этой библиотеке есть около 8000 литературных произведений, повествующие весь колорит китайской культуры, их великую историю, архитектуру, образование, национальную кухню и многое другое. Двери корпуса всегда открыты для всех желающих, кто хочет окунуться в мир Поднебесной империи. Впрочем, как и открыты двери Китая и Кыргызстана для граждан двух стран. Сегодня сотрудничество соседей выходит на новый уровень. За последние 3 года Китай занимает первое место во взаимном товарообороте и в прошлом году превысил $2 миллиарда, а точнее составил 30% от общего товарооборота Кыргызстана с зарубежными странами. Наиболее перспективными направлениями двустороннего взаимодействия является сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта, энергетики, переработки, горнодобывающей отрасли. Об этом сказано на сегодняшнем форуме. Благодаря поддержке Китая активно продвигаются такие инфраструктурные проекты, как ЛЭП и подстанция Татка-Кемин, новая автодорога Север-Юг, реконструкция улично-дорожной сети города Бишкек, реконструкция ирригационной системы и другие. Эти проекты оказывают и будут оказывать позитивное влияние на повышение жизненного уровня народа Кыргызстана. Усиливается сотрудничество в рамках проекта «Один пояс, один путь». Недавно президент совершил свой рабочий визит в КНР, где принял участие во втором форуме международного сотрудничества, в ходе которого председатель Китая провел важную встречу с главой государства. В настоящее время реализуется ряд совместных программ, нацеленных на борьбу с терроризмом и экстремизмом, кибербезопасности и наркотрафиком. Сегодня на форуме говорится о том, что мы должны преодолеть те стереотипы, которые есть в отношениях между Кыргызстаном и Китаем. И еще одна особенность – это то, что мы должны выйти на совершенно новый уровень во всех отношениях, особенно в экономике. И тогда мы как бы получим такую более точную картину, которая осуществляется сейчас. Укрепляется сотрудничество в области образования. Ежегодно Китай предоставляет около 1000 квот на стажировку или профессиональную подготовку по гранту и стипендии. В настоящее время в Китае учатся свыше 4000 соотечественников. Тем временем в Кыргызстане создано 4 института Конфуция. Первые отношения между Китаем и Кыргызстаном были 3000 лет тому назад. До этого 2003 год Генеральная ассамблея ООН объявила годом 2200-летия кыргызской государственности на основе китайских источников. И учитывая то, что в Кыргызстане нет специалистов по старокитайскому языку, нам важно иметь тесную связь с соседями, говорит эксперт. У нас нет специалистов по старомонгольскому или маньчжурскому языку, по сагдийскому языку, по санскриту и так далее. Да? Но в Китае такие есть. Плюс большая библиотека древних книг находится в городе Дунхуан. Где-то более 3000 таких исторических источников. У нас таких нету. Те известные источники, как в советское время, которые были, они относятся только к X веку. Да? То есть они нам как бы известны, этими мы пользуемся еще со времен Советского Союза, с 50-х годов. То есть вот такие как раз такие новости, когда приходят, это как раз таки свидетельство того, что это не просто так идет. Да? Это и есть свидетельство о сотрудничестве между двумя странами. Да? Кыргызстан и Китай являются стратегическими партнерами. В течение 27 лет постоянно укрепляется политическое, экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. И в канун саммита ШОС, где председательствует Кыргызстан, председатель КНР совершит государственный визит в нашу страну. Как отмечают эксперты, встреча Си Цзиньпиня с президентом может стать прорывом в развитии экономического потенциала и углублении качества отношений между странами.
Агирим Бараканова, Денис Курганов, Пятый канал.